Tadinde 그 유머는 대순주 소구발이야. 치규 경배기 Итак, в этом году мы с 계획에도 вами 그런 проводим 39-й как 대시험부터 Юмалам, 나는 신수만 강화를 못해 나는 신기 который, на котором, 에 который проходит под предводительством 기교를 Гошера 못해 나는 Гелсаба 나는 Ринпоче 신수가 조를 못해 나는 и 수유배 также 주요고 나바다 Бакара, 알레 Чотрулу 나는 Бакара 주요배 Ринпоче. 주요배 И 경험자 я 신이나바다 хочу их 나는 신기 поприветствовать, 음 а 경배 также 기교기대 всех других 주마도 주만나바다 Ринпоче, 나는 которые 신마 присутствуют на 상계배기 этом аламе, таких 근데 как Мингю Ринпоче, а, 인도하는 지역은 상호로래 아동아 и, и 공감사를 주십시오. всех других Тулку, а также Кебо, 다들인데야 всех мастеров, 이 Лапонов 조직이다 и 상다시아베기 그것부터 샤리어레 все собрание монашеское 대지사는 Сангхи, монахов и 조직이 монахинь, 상다시아가 опоры, 제대로부터 прибежище, 대지주나 а 상대지 также всех тех, кто 그래서 приехал 양고대지 приехал на этот 미세 малом со 조직 всего 나바시아가 мира и слушает 제대로부터 나시아베기는 его, 양고대 его по 양고대 интернету. Я 대지다 надеюсь, 방고들이야 что у вас 조직이 все 상다시아베기 хорошо, 제재지대 и 가지고 желаю вам всего 지지다 наилучшего. 아 И на 나란주로 протяжении 대세베기는 지금 последующих 나오래야 4 дней 계속 я 그래도 хочу 말하기는 싸게 되면 снова учить 그래서 жизни 사례는 몽디 описанию 리버 Джова 뜻이야 Атиши. 나사로 시제 И 수요는 причина, по 진체네 которой 아니 я хочу учить 조지 벽은 именно 벽을 этому, 공래야 아니 별이야지 사 наверное, 로버트야 следует разъяснить их. 다나 Необходимо знать, 신기지 зачем 티고지기다 нам нужно знать. 샤리기 달미시지 Нам нужно хорошо знать 달미시 историю 친구 Джоу 남기 Атиши. 댐마시지 К примеру, 도저히 его 경계체 ученик 알아보시 Драмтомпо 대균세는 говорил 되는데 내 в 별이 30 строфах восхваления Атиши: 최계 «А великий ученый, если бы ты не пришел в Тибет, тогда в Тибете все еще бы были учения Будды. 고난수 Однако 거진에 대부분 многие 조사해야 되는 시지 안에 заблуждались в 상대지 их глубоком 나는 смысле. 신기 즉 철집이야기 Поэтому 내가 я простираюсь 농시지 перед тобой, 댕기 кто 내가 가르쳐 учил хорошо». 나사를 쬐네 То есть в этих строках восхваления Драмтомпа 안에 говорится, что 맹아 если бы 맹세의 Атиша 유사에 не пришел в Тибет, 이거되는 то 되네 내 Дharма все 별이야지 еще была бы в 나사게 Тибете, однако у 동시 간에 существ 동시에 시에버도 в 차고는 Тибете 그랬어 не 디균세는 было 별 남아서게 된다 ясности, 거진 좀 쉬차리게 ясности понимания 디균세는 아주 Дharмы. 슈퍼샤디 시행과디 영화치 И лишь 시행과지 потому, что 단 내가 Атиша пришел в 딘데기야 Тибет 균세님보다 и 가르쳐 провел 주시네 реформу 땅 учений, 디균 남아상계면 именно 바로래야지 благодаря 짬주 его 시행배기야지 разъяснениям 나는 в 스키 Тибете 시행배기나시가 야나지 появилось 균성 병원체 много 비나다 людей, которые знали, как 다른 практиковать 신기 союз 인도하면서야지 сутры и тантры. 티고 튜몽기 Именно 람지지 뭐 по 아무리 этой 시행이야 причине мы говорим, 상하지 что Атиша 상하만데 어디 샤리 с 댕기를 большим 세워도 딘데 별이야 милосердием 가지고 послужил 영어치 людям и 샤리게 дарами Тибету. 디균세는 되네 И это 조지 главная причина, по 까담바 которой 싸바 нам 세베 следует знать о его 싸게 жизни. 댕이 리즈마 세베게 아니 별이 Вторая 치기 причина — 치기야 그린 это 시부메봐 что 그린 시부 차리 여러 среди 디균세는 основ 되네 учения, таких как 몽아주 прибежище, 세베게 된다 бодхичитта, 시행과 тренировка ума, 조연한다 4 мысли, 대지도 которые 차리 обращают ум к дхарме, и 다들 균세 수도를 м, 가르쳐나 все основные 상다시 되게 учения 하고 미세를 차리 общей 내가 колесницы. 조게 내마다 Нет 나는 ни одной 끄기고 среди, 리븐디 нет ни одного среди всех 아니 этих учений, 조제 которые 마는 не 귀대배 были 아니 бы 까담베기 переданы 응아게 и либо разъяснены 마누라도 Атишей. 마는 귀배 응아게 지금 Поэтому 좀 얌체나 его 차리 доброта, она распространяется 나바도 не 아니 только 나바도 на линию 차리 Кадам, 가부 но 끄기배기 и на все 대시 другие 명부지기네 조지 линии буддизма в Тибете — Сакья, 스페셜하게 Гелук, Кагью, Нигма, все традиции. 응원주기 Есть 최고로 еще одна третья 세베기 особая 시행과도 причина. 영어사고 나는 신기 아주 Поскольку 사실 이제 как 명치 Гелук, 시행제 так и 시시래 Кагью 응시 является 응시체도
поддерживают практику и наставлений кадам, которые берут свое начало от Атиши. И также, то, что касается Кагью, они сочетают эти учения с тантрическими учениями, полученными от Марбы. И в особенности в том, что касается учений Кагью о предварительных дармах, например, зарождение, отречение к самсаре и желание к освобождению, а также, собственно, практика совозникающей йоги в конце практики и, кроме того, практика четырех йог и так далее. Все эти учения берут свое начало от Атиши. Это говорит нам о том, что многие учения Дакпокагю были изначально дарованы Атиши. Именно поэтому нам следует знать историю его жизни. И также мы говорим о том, что Гампопа, как это, о чем он говорит сам в своих трудах, а, что он, соединил учения, полученные от Наропы, то есть сущностные наставления, полученные от Наропы, с учением Кадам о стадиях пути. И согласно самому Гамбобе, и согласно его собственным словам, это очень важно, что если бы не было такого соединения, то было бы очень сложно принести благо существам с помощью учения. То есть лишь благодаря соединению линии, тантрической линии Наропы с учением о стадиях пути Кадам превратили учение Кагью в наиболее благоприятные для понимания и практики. И в то время, во время Гампопы, было не так много практикующих и мастеров, которые бы говорили о важности этих основных учений, основ как основ. И м, поэтому учение как бы не имело прочной основы. И а, я считаю, что именно это необходимо для того, чтобы наша практика дармы была прочной и успешной. И это причина, по которой уже на протяжении нескольких лет я учу истории жизни Ачиши. И, и именно с этого я хотел начать сегодня. И сейчас давайте перейдем к его истории, собственно, к его истории жизни. Первое, о чем нам следует поговорить, это где и когда он родился. Первое, о чем нам следует говорить, это где и когда Атиша родился. Согласно Драмтомпе, Атиша родился в 982 году. И это та дата, которая обычно считается датой его рождения. И, ам, и есть несколько мнений о том, когда он родился. Однако обычно традиция следует как раз Драмтомпе, который написал, что всеведущий гуру родился в год огненного тигра. То есть, наверное, это является источником, главным авторитетным источником о дате его рождения. Второе — это то, что касается места его рождения. Будда родился в средневековой Индии, и в средневековой Индии выделялись 4 отдельных региона. Это восточный, южный, западный и северный. И также центральный
регион, то есть центральный район. 바글라데시 Поэтому говорится, 아니 что в средневековой Индии было 5 이사리 районов, 4 стороны света и 근데 центральный 인류사네 район. 낭하명와 И 쉐베나 тако 야기 일단 это именно 샤쇼시기 то, как 징상마기 это 쉐베나 아니 описывается 바글라데시 계급 сюаньцальным китайским 다 꾸충사 путешественником, 사종 정말 переводчиком, 바글라데시라베기 который посетил Индию в то время. 다다 И из 근데 этих 마콜로 전에 5 제샤베기 районов 예베 Атиша 예주마샤베 родился в Восточной Индии. 디나롤레야 아니 А как говорит об этом 샤쇼사 우리 Драмтумпо, 해소나 он 대한민국의 родился 셈버레스 в процветающей 근데 земле, 맘마네 뿌레이 земле 셰제 Бенгалии. 소소나 Однако в наши дни это более 근데 не 이사기 является территорией 디사체 Индии, 예수에게 это территория современного 초유 Бангладеш. 투쟁지 세베가브리아 Однако, 칼라바스나 поскольку в средневековое 그 время эта 방글라데시 земля входила в 디나롤레야 состав Индии, считалась Индией, а, поэтому 무시간지 мы можем говорить, 디스크립션 что 디비지기 무시간지 Атиша 디스크립션 родился 디그 в Индии. 존후리아 안에 낭하뮤기 И в 사사텔리아 каком 낭함 месте 사사텔리아 Восточной Индии он 빅 родился? 비크람 Согласно 비크람 브라 비크람 브라 восхвалению 브라시아 진짜로다 Атиши в 80 строфах, 이게 составленных 방글라데시 계급의 мастером по 지배체계는 имени 지금 Ngакцо, 주간에 조선대에게 говорится, что 제주도로야 안에 в 사사대 восточном 계급만이 районе Сараха 지금까지 есть 제드라 великий город под 계급사라보다 названием Викрамапура. 왕난 계급사라보다 신 То есть 계급사라보다 이게 а, 다 계급 미로 Атиша 수도다 родился в городе 계급사리 좋아했어. Викрамапура. 드디어 인주산에 안에 И 뒤를 согласно 조선대 современным 용어들이야 исследованиям, 그 Викрамапура — 사사들이 기셔 это 에세에게 средневековый город, 마상계에게다 который 아니야기 находится 마상계에게 в районе 18세기 상세기 Муншигандж, современного Бангладеш. 제제다 И 디상심주가 согласно 계급계 истории Бенгалии, с X по XIII век 다네 Викрамапура 조직구 была 충세기 столицей 3 우리기시 династий. 고는 Это 셈기야 династии Чандра, 아는 고구직구 Вармана 충사디 и 계뷰지기 Сена. 샤리 계뷰지기 И в то 아 время это 계뷰지기가 был 나로네 하제 главный центр 빠게기 기거리 буддизма 셈비에게 в Восточной 계뷰지기 Азии. 아는 공기 여기 살래야 И 개와베 여기 это то, как 살래야 это 빼먹고 объясняют 시시해지게 современные 주제게 исследователи. 아다 슈고도와 И 아니 영일이야 세 в 수묘하다 том, что касается семьи, в 빼매기 которой он родился, 바웨기 뭐 빼기 님기 говорится, 세제 что Атиша 제제 родился в царской 세 수제가 семье. 나로네 아니 И 주어세리 거진 다웨기 его 님사 세 누원 отец 차리 был правителем династии Пал. Его отца звали Кальяна Чандра, а 다 его мать 딩산 звали 방글라데시기 Прабхавати. 유 마와스기 셰다나 체비나 И, 아니 초유기 여기 и 살래야 говорится, что в семье было 아 3 сыновей. 갸반 Это Падмагарба, 젠드라시 Чандрагарба и 젠라고 하래 Шригарба. И среди 총리다 них Атиша был средним сыном 방글라데시기 샤르초기 Чандрагарба. И 에 согласно современным 젠드라 историям, современной 데네시기사 истории 젠드라 Бангладеш, 게르기 게르 м, 수버디 처리하레스 и 콩트르 페베 отца 기즈디 구비어 Атиши звали 구비어 구비어 Кальяна Чандра. 주주 퇴양안에 И что он был третьим 그 правителем 안에 династии Чандра в Восточной Бенгалии. 춤추베르 따디 И 얘기하는 правил 시간에 он с 디세체 975 수도와 по 1000 따드가 год 롭데베 нашей эры. 제샤베기 초대 숨주베 И 나로레야 추리 숨바 также 나오게베리 제제 из 숨바레 восхваления 제다다다 Атиши Драмтомпы 예유리 규지 мы также знаем, 디제 что 인도살레 세바레 отец Атиши принадлежал к благородной 따드네 семье, 위세지 а, 카레오르스나 바라소 которая 다 표획이 셈보 принадлежала 치고데시기 к 까불이야 линии царей Захора. 다 쉬워서 То 표현하래 есть он был одним из 쉬워서 правителей 표현해야 돼 царства 사사제 Захор. 좋고 뭐 좋은 걸로 이겨 И 정기가 기야 충분히 주차시다 говорится, что 에 а, его 쉬워서에 семья 양가 была 샤쇼니 페르차리 очень 순균이야 уважаемой, поскольку это была 쉬워서에다 царская 쉬워서 семья. 눈깔로 눈규지 버렸어 제제 근데 지 И 송수에게 용되게 입사 если мы 안에 взглянем 사나다다 на 롬데베 제샤베기 историю 교육이 되베 Тибета, 나로네 то 조주 셈바 говорится, 시속주기 что во 규시 время 셈바 правления
император Трисонга Дацина Шантаракшита отправился в Тибет, и что это произошло за 200 лет до рождения Атиши. И что интересно, Шантаракшита, он также а, происходил из Восточной Индии, и говорится, что он принадлежал к той же семейной линии, что и Атиша. Об этом также говорит Драмтом по восхвалению Атиши, что Атиша родился в той же линии, в которой родился Бодхисаттва Шантаракшита. И интересно, что если мы взглянем на кто же из индийских мастеров имел наибольшее влияние на распространение дharмы в Тибете, то в ранний период распространения дharмы именно Шантаракшита имел такое влияние, тогда как в поздний период распространения дharмы это был Джоу Атиша. Поэтому интересно, что эти двое мастеров принадлежали к одной семье, и, возможно, это можно объяснить какой-то особенной кармической связью между ними. И, и теперь, если мы взглянем на детство Атиши, как я уже сказала, в детстве Атишу звали Чандрагарбу, и история говорит, что с раннего возраста он был очень умен. Он также очень уважал своих родителей, всегда служил своим родителям и всегда был очень послушным. Э, Кроме того, он был очень красивым и очень привлекательным. Поэтому все, кто его встречал, а, всем он очень нравился. И говорится, что особенно у него было красивое лицо, и поэтому даже те гуру, которые были свободны от желания, относились к нему очень хорошо, что уже говорить о тех людях, кто все еще не освободился от желания. Именно поэтому сам Чиша говорил, что поскольку я был таким привлекательным, таким симпатичным, все гуру любили меня. И таковы ам, свидетельства о том, как он выглядел. То есть всем он очень нравился, все его очень любили, поскольку он был таким красивым. И об этом вспоминал сам Атиша несколько, в нескольких своих работах. И также говорится, что с самого детства у Атиши была сильная связь с владычицей Тарой, и у него было много видений Арья Тары, в которых она даровала ему учение, даровала ему благословение. Говорится, что однажды он, он был совсем маленьким и спал в колыбели во дворце своих родителей, когда раздался очень сильный звук, как будто бы что-то ломалось, и что-то разрушалось. И когда все побежали посмотреть, что произошло, они увидели, как большой скорпион упал на тело Атиши. Однако Атиша, маленький Атиша, совсем не испугался, и, и скорпион просто развернулся и ушел. И, и говорится, что это был знаком, что он видел свое избранное божество, и практиковать естественным образом. Однако это также могло также свидетельствовать о том, что у него были препятствия, могли возникнуть препятствия в практике. И тогда на следующий день опять его родители услышали
очень громкий звук. Они прибежали в его комнату и увидели голубой цветок отпалы, который вырос возле него и расцвел возле него. И Атиша тогда сказал, что в тот момент, когда его, его родители видели голубой лотос, то есть голубой цветок отпалы, он сам видел лик Ариатары, говорил об этом позже. И то есть тогда в это время Атиша был еще совсем маленьким. И тем не менее, с того момента, когда у него были вопросы, либо возникали какие-то сомнения по поводу Дharмы, он всегда готовил подношение а, напротив изображения Ариатары и молился ей. И даже тогда, когда она проявлялась и даже не давала ему никаких учений, его запутанность естественным образом рассеивалась. И то есть у него была очень особая связь с Арьятарой. И говорится, что до возраста 10 лет он изучал разные науки, общие науки, такие как медицина, а, каллиграфия, а также все а, грамматика и прочее. И он стал очень знающим, то есть он овладел всеми этими общими науками. А затем в возрасте с 10 до 21 года он изучал не буддийскую грамматику и логику, а также буддийскую грамматику и логику. И стал известен как ученый, большой ученый и знаток всех этих, э, всех этих сфер. И это была традиция, чтобы а, царские дети, то есть все дети в царской семье изучали все эти науки. Однако Атиша стал очень известным тем уровнем познания, который он обрел. Какой же был уровень его познания логики и грамматики? Говорится, что в возрасте 15 лет он уже мог побеждать небуддийских ученых в дебатах. Это то, о чем вспоминает Драмтомбу. И затем, когда Атиша отправился в Тибет, то он сказал, что в Тибете даже не было такого понятия, как правильное произношение, произношение санскрита. И он как-то услышал, как мастер по имени Бангтенпа читал длинные дарани Авалокитешвары. И, и считалось, что благодаря этой рецитации слушатели получали большие благословения. Однако, когда Ачиша услышал, как Бангтон произносил это дарани, что совершенно невозможно, чтобы благословения могли следовать из правильного произношения мантры. Если есть какие-то благословения, они получаются лишь в силу твоей чистой мотивации, сказал он Бангтенпе. И, и тогда он сказал, поскольку у тебя такая хорошая, добрая мотивация, благослови меня, поскольку у меня болит рука. То есть он попросил о благословениях в силу мотивации Бангтона, но он критиковал его произношение, поскольку он говорил, что в Тибете все произносят санскритские слоги неправильно.
и нету вообще такого понятия, как правильное произношение. И также в Тибете нету понятия праманы, и никто не знает праману. Поэтому если придут не буддисты для участия в диспутах, то у тибетцев не будет ни одного шанса противостоять им. То есть в том, что касается грамматики и лингвистики, а также а, учения праманы, Ачиша был большим знатоком всех этих сфер. А, И кроме этого, Ачиша был большим знатоком буддийской философии. И говорится, что до того, как он стал монахом, он практиковал тантру. К примеру, когда ему было 22 года, у него было видение Хиваджра в храме, который назывался Храм Черной горы. И в этом месте жил гуру по имени Рахула Гупта. И когда Атиша пришел к нему и получил видение Хиваджры, после этого Рахула Гупта даровал ему полное тантрическое посвящение и дал ему тайное имя Гняна Ваджра. И кроме Рахула Гупты, Атиша учился у многих других тантрических мастеров. К примеру, он получил много тайных учений тантры от Камала Ракшиты. Это был йогин, который практиковал ямантагу. И говорится, что он мог переплыть реку Ганг на своей подстилке для сидения. Также он учился у Авадутипы на протяжении 7 лет. А в других свидетельствах говорится, что он учился у Авадутипы 12 лет. И Авадутипа а, учил Ачишу также многим трактатам Мадьямаки. И, и также говорится, что он был знатоком йогачары, и он преподавал срединный путь с точки зрения йогачары. И поэтому сам Ачиша считал воззрение йогачары Мадьямаки, срединного пути йогачары, высшим воззрением. И когда его ученики спросили его, почему ты придерживаешься воззрения йогачара Мадьямаки, Ачиша ответил, я задал тот же вопрос своему гуру Авадутипе. И он ответил, я вижу истинную природу таким образом, поэтому и тебе следует придерживаться этому воззрению. То есть именно так а, Ачиша объяснил, почему он придерживается йогачара Мадьямаки. И это говорит о том, что Авадутипа был очень влиятельным гуру, и он имел большое влияние на Атишу. И Атиша учился у него много лет, провел вместе с ним много лет. И еще один известный. И в истории говорится, что Авадутипа даровал ему много учений Дharмы, и однако иногда, когда Атиша просил его об учении,
А Водотипа отказывался, но иногда, когда Атиша не просил, и когда было похоже, что Водотипа очень занят, тем не менее, он даровал ему, даровал ему какие-то очень важные учения. А- Однажды они пересекали реку по очень узкому мосту, и Водотипа остановился, повернулся к Атише и сказал, что сын, мой сын, пока ты не освободишься, не достигнешь освобождения, тебе следует воздерживаться от действий, от поступков, которые приведут к негативному кармическому возреванию. И, и Атиша вспоминал, что Аводотипа был немногословным, однако то, что он говорил, имело очень большое влияние на Атишу, очень сильно его впечатляло, и он всегда принимал его учение глубоко к сердцу. Также говорится, что кроме Аводотипы, Атиша учился у многих других гуру, и общее количество его учителей достигало 150 человек, то есть у него было 150 учителей, 150 гуру, и у многих из них он получал тантрические учения. То есть сначала он посвящал свое время практике тантра, и, и Атиши сам говорил, что он провел много времени с Авадутипой. И хотя не совсем понятно, сколько лет он был вместе с ним, 7 или 12 лет, но это время он посвящал свое время йогачары и другим известным гуру Атиши был Шантипа. И Шантипа был известным учителем йогачары. И с ним Атиша изучал Пратняпарамиту.